понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, полуостров, 9:38 по местному времени. С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии и я, Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Прямой эфир. Сегодня утром мы говорим о будущем Крыма, об одном из возможных вариантов его развития. Украинские власти не перестают твердить о том, что полуостров был, есть и будет в составе страны. Крымские татары, которых украинский парламент признал коренным народом, говорят о необходимости создания национально-территориальной автономии. Что это за автономия? В чем смысл ее создания и каким может быть Крым в таком статусе? Эти вопросы мы обсудим с нашими гостями. У нас в студии крымский историк и политолог Евгения Горюнова и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Доброе утро. Доброе утро. Перед началом обсуждения давайте послушаем справку о том, как международное законодательство регламентирует создание национально-территориальных образований. 100 слов по теме. Согласно международному праву, возможность на самоопределение имеют все народы, в том числе и коренные. Об этом идет речь в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1970 года и Декларации о правах коренных народов от 2007 года. Территориальная автономия – это всего лишь один из способов самоопределения, говорит юрист-международник Борис Бабин. В Украине к таким этническим группам относят крымских татар, караимов и крымчаков. Которые имеют особый статус в силу своей уязвимости, в силу невозможности создания национальных государств по различным причинам. Как правило, это арифметическое меньшинство в составе населения своих исторических территорий. Коренные народы, находящиеся в условии на грани исчезновения, под угрозой исчезновения, это караимы и крымчаки. Все они сформировались в Крыму. Статус коренного народа, признание крымско-татарского языка официальным, представительство крымских татар во всех местных органах власти и возвращение топонимики – это одни из основных принципов национально-территориальной автономии, говорит уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев. В этой автономии должны быть механизмы, которые гарантируют, защищают права коренного народа. Многие вот эти предположения, что там будет чуть ли узурпация власти крымскими татарами, они безосновательны. Просто надо хорошо информировать людей. Верховная Рада Украины 20 марта 2014 года признала крымских татар коренным народом и гарантировала им право на самоопределение в рамках Украины. В апреле того же года на Курултае крымско-татарского народа решили обратиться к мировому сообществу с просьбой признать крымско-татарский народ коренным народом полуострова. Эксперт Украинского института национальной памяти Сергей Громенко считает, что для принятия законов необходимо время. Это невозможно сделать щелчком пальца за один месяц, только приняв несколько нужных законов, потому что, например, в украинском правовом поле отсутствует определение национальности. Нет никакого закона, который бы отличал одного гражданина Украины от другого гражданина Украины. Почти 2 года спустя после заявления о законе он так и не принят. По данным общественной организации «Крымсос», после аннексии полуостров покинуло около 50 тысяч человек. Половина из них – крымские татары. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает для вас. Сегодня мы с Эскендером Бариевым, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа и крымским историком и политологом Евгенией Горюновой обсуждаем создание крымско-татарской автономии национально-территориальной. Вы также можете принять участие в разговоре по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Итак, давайте начнем. Вот Мустафа Джемилев сказал о том, что необходимо информировать людей. Эскендер Бариев в нашей студии. Эскендер, какой будет крымско-татарская национально-территориальная автономия? Ну, я бы сказал, сразу же поправил бы вас, потому что мы должны говорить не о создании крымско-татарской национально-территориальной автономии, а о восстановлении. Потому что, если мы возьмем исторические моменты, то как раз ликвидация Крымской ССР в составе РСФСР на тот период была связана
связано именно с депортацией крымско-татарского народа. Кроме того, постановление Верховного Совета СССР 1989 года четко говорится о том, что восстановление прав крымских татар не может, и немцев Поволжья, не может быть без восстановления их политических прав. Вернее, реабилитация. Поэтому в 1991 году был принят закон ОССР о восстановлении Крымской АССР, и к этому закону как раз-таки было постановление, где облсовет крымский стал автоматически составом Верховного Совета Крымской АССР, и туда как раз-таки должны были избрать из числа депортированных крымских татар для того, чтобы было квотное представительство. К сожалению, потом произошли определенные манипуляции, и мы увидели, что подмена понятий произошла из национально-территориальной автономии. Автономия крымская стала так называемая де юра территориальная, де-факто она практически стала российской. Когда мы говорим сегодня об этих процессах, понятно, что мы должны, опять же, действовать в рамках законодательства Украины. Есть здесь ряд механизмов. Я здесь с Громенко не совсем согласен о том, что это абсолютно невозможно, и нужно ждать определенных каких-то моментов. Мы уже 23 года ждем, и результатов никаких нет. Как будет выглядеть республика? Здесь... Какие законодательные изменения нужны? Возможно, какой будет конституция? Ну, в первую очередь, я хочу, опять же, повторить то, о чем сказал Мустафа Джамилев. В первую очередь, республика должна гарантировать право коренных народов Крыма на как политические права, так и гуманитарные, социальные и так далее. И поэтому здесь должно быть все четко прописано, как в Конституции, но на данный момент Конституцию Автономной Республики Крым может поменять только Верховный Совет Автономной Республики Крым. И в настоящее время есть три пути. Первый путь. Сегодня проходит конституционная реформа в Украине. Поэтому Конституция Автономной Республики Крым может лечь в тело Конституции Украины. И это один из путей, и это достаточно реальный путь уже сегодня. Второй путь. Когда мы можем провести выборы, и согласно Конституционного суда Украины от марта месяца 2014 года сегодня не существует представительных органов Автономной Республики Крым. И поэтому мы можем из людей, которые находятся на материковой части Украины, имеющих крымскую прописку, имеющих возраст избирательный, избрать представительные органы Автономной Республики Крым, в частности, Верховную Раду Автономной Республики Крым в экзиле, которая будет иметь все права изменить Конституцию Автономной Республики Крым. И третий, тоже вполне реальный механизм, это то, о чем, в принципе, напоминалось о постановлении Верховной Рады от 20 марта 2014 года, чтобы привести законодательство Украины в соответствие. И один из первых законов, который должен быть принят, я думаю, в ближайшее время, это закон о коренных народах. И как раз-таки, если мы примем закон, и то, о чем говорил и Борис Бабин, если мы примем закон о коренных народах, где четко будет прописано, кто является коренными народами, четко прописана дефиниция о коренных народах и, соответственно, права коренных народов. И на самом деле даже этот закон, а он по иерархии выше, чем Конституция Автономной Республики Крым, она на самом деле пустая, потому что ее делали для отвода глаз. И тогда вот как раз закон о коренных народах, он заполнит вот эту вот нишу, и, в принципе, мы будем видеть Автономную Республику Крым, где будут гарантированы права коренных народов. Эскендер Бариев, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа в студии «Крым Реалии». Также у нас в студии крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Евгения, ваша точка зрения на этот вопрос? Ну, я сразу хочу несколько поспорить с Искандером по одному вопросу, поскольку я историк. Что касается крымской автономии, национально-территориальной, которая была с 21 по 44 год, да, скажем, по 45, когда ее официально отменили. Я бы не была категоричной, потому что на самом деле политика большевиков, она была очень двойственная. И они специально создавали автономию так, чтобы можно было повернуть, как им было выгодно. То есть сегодня говорим, что это национальная автономия, национально-территориальная, то есть определенные дивиденды раздаем крымско-татарскому народу, потому что нужно было с целью политической целесообразности, скажем так, решать определенные вопросы. Когда эта автономия, когда они перестали нуждаться, скажем так, да, то, соответственно, и пошли совершенно другие
действия в отношении крымско-татарского народа, прежде всего, да, Вели Ибрэмов, это очень хорошее как раз очень хорошо показывает, что происходило в данном случае. Поэтому ссылаться на исторический опыт, я бы так сказала, здесь, наверное, не совсем правильно. И вообще, когда мы говорим об историческом опыте, то мы всегда должны понимать, что мы должны выбирать только то, что можно сегодня действительно использовать, а не говорить о том, что вот так было, и поэтому мы, соответственно, будем действовать таким образом. Что касается сегодняшнего дня, да, насколько возможно создание, я бы все-таки акцентировала, что создание, да, крымско-татарской национально-территориальной автономии. Да, это один из возможных вариантов решения существующей проблемы, действительно. Но здесь я бы хотела акцентировать внимание на следующих моментах. Первое. Когда мы говорим об этом, мы должны быть очень осторожны в высказываниях, потому что это будущее Крыма, это будущее той территории, ну, откуда, в общем-то, большинство, да, из нас вот приехало, и нас это не может не волновать. Поэтому все высказывания максимально осторожные и никаких жестких безапелляционных заявлений, что только так, а не иначе. Потому что там крымчане, которые имеют разные точки зрения. Это во-первых. И если мы будем так жестко говорить, да, то мы прекрасно понимаем, какая там еще ситуация. Рано или поздно оккупационные власти могут взять на вооружение любое из высказываний, поместить его на, как это делали большевики, да, тоже, в общем-то, они это очень любили, поместить на соответствующий транспарант. Они могут, в принципе, и не брать на вооружение высказывания, а ничего не стоит придумать. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии, мы открыты для всех точек зрения. Вы также можете принять участие в разговоре по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. 8 800 10 06 926. А в продолжение разговора я предлагаю послушать мнение юриста-международника Бориса Бабина, который считает, что для защиты прав коренных народов Украине нужен специальный закон, и он предостерегает вот как раз от создания автономии по советскому образцу. Мнение. Любые дискуссии о каких-то автономиях в советском понимании этого слова, а у нас, к сожалению, все привыкли к советскому пониманию этого слова, несопоставимы с тем, что подразумевает вот это международное право. Все вот эти вот, знаете, попытки создать по лекалам какой-то там дагестанской АССР что-нибудь в Крыму, они заведомо обречены на неудачу. Советская автономия отличается следующим. Она является фиктивной, с одной стороны. С другой стороны, в этой автономии в ручном режиме обеспечиваются какие-то кадровые, языковые, культурные потребности населения. Ну, вы знаете, в Советском Союзе, например, в любой автономии, там первый секретарь, грубо говоря, обкома был обязательно представителем местного населения, а его зам обязательно русским. В демократическом государстве это невозможно. В демократическом государстве все решается на выборах, а не путем назначения из ЦК. Мнение. Итак, я напоминаю, что это радио Крым Реалии. В гостях у нас председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев и крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Говорим мы о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вопрос, вот давайте продолжим разговор. И мне кажется, что мы затронули очень важную тему, да, тему того, как то, что здесь обсуждается в Киеве, могут преподносить там, в Крыму. Эскендер, пожалуйста. Дело в том, что тут абсолютно не согласен с Евгением, потому что создание или возникновение чего-то, каких-то процессов, они для этого должны быть исторические предпосылки. Я думаю, вы со мной согласитесь. То, что на территории Крыма в свое время существовало государство крымских татар, это тоже факт. И никто это не может отрицать. Безусловно. То, что была оккупация и аннексия Крыма, мы тоже об этом знаем, это тоже исторический факт. То, что были военные преступления, как преступления, еще на Женевской конвенции было принято, что было замещение населения, это тоже факт. И сегодня, если мы будем действовать по той же логике, о которой вы говорите, ведь в преддверии или предпосылкой, опять же, создания Крымской АССР, пусть будет это в РСФСР в тот период, кстати, советская политика Советского Союза на тот период была, что автономные образования строились именно по национальному признаку. И именно в обязательном порядке использовался национальный язык, язык коренных народов, и в декларации там четко прописано. Кроме того, возьмите малую энциклопедию СССР, где четко прописано, что Крымская ССР это является автономная по национально-территориальному признаку. И ряд документов, которые это показывают. Я думаю, просто нужно эти вещи читать побольше, для того, чтобы было понятно. Другой вопрос, и сама ликвидация еще раз подтверждает, почему не сохранили Крымскую ССР, когда депортировали крымских татар. Это говорит о том, что не было целесообразности дальше, чтобы
чтобы была эта республика. Далее, если мы будем только рассчитывать на то, что вот некие крымчане, которые появляются, поверьте, если мы будем так дальше рассуждать, через 20 лет уже те крымчане, которые будут в Крыму с той же политикой военного преступления Российской Федерации, когда происходит замещение населения уже сегодня. Сегодня было сказано о том, что порядка 50 тысяч выехало из Крыма. Неважно, крымские татары, украинцы или русские, но это крымчане. Но на их место заезжают десятки тысяч совершенно посторонних людей для Крыма. Уже сегодня посторонних людей. Да, может быть, мы, крымчане, русские, украинцы, по-разному смотрим, но мы уже за 20 лет притерлись, мы взаимно интегрировались, мы немножко, и то эта ситуация показала, да, когда некоторые русские стали плохо смотреть в сторону украинцев или крымских татар, хотя мы все вместе праздновали праздники и так далее. Это говорит о том, что политика военного преступления Российской Федерации продолжается. И я уверен, если мы так будем рассуждать, то через 20 лет нам скажут, а вообще Украина какое отношение имела к Крыму и какое экономическое влияние оказывалось на протяжении всего этого времени на Крым. Здесь совершенно другое население, и они не воспринимают ни украинцев, никого. Поэтому это неправильная, ошибочная политика. Просто нужно думать о том, как дальше действовать. Теперь, что касается ошибочности, допустим, тех же вариантов, то, что было в советские времена. А что было плохо? Когда была политика коренизации, когда была политика патернализации, когда политика была подготовки национальных кадров, когда была политика, чтобы национальные кадры могли развивать и работать в интересах всего государства. Это было неплохо. Другой вопрос, что меня сейчас радиослушатель может не совсем понять, потому что из контекста можно вырвать, но первоначальная ленинская политика в этом вопросе, она не такая плохая была в отношении как раз-таки развития коренных народов. Да, спасибо. Эскендер Бариев в студии радио Крым Реалии. Евгения Горюнова, также крымский историк и политолог. Ваша реплика. По этому поводу я поняла. Что касается ленинской национальной политики, она была вообще очень интересна, она менялась как флюгер, то есть нужно было в одну сторону, делаем коренизацию, не нужно, соответственно, мы ведем себя по-другому. Поэтому я бы не говорила о том, что политика большевиков, прежде всего, она была целиком, соответствовала целиком интересам народов. Потому что большевики использовали народы в своих интересах, и повторяю, говорю об этом еще раз, акцентирую на этом внимание. А что касается ситуации с Крымом, да, безусловно, мы сегодня можем принять на уровне Украины определенное, да, какое-то законодательное решение, либо через Конституцию Украины, да, поменять. Закон о коренных народах, секундочку, я закончу. Безусловно, его нужно принимать однозначно. Что касается изменения Конституции, можно изменить. Но как это скажется для Крыма сегодня? Абсолютно. Мы же прекрасно понимаем, что сегодня мы такого влияния на Крым в данном случае не имеем, изменяя Конституцию. И дополняя, скажем так, меняем Конституцию, показываем, да, вот мы теперь делаем Крым национальной территориальной автономией. Окей, я не думаю, что через 20 лет. Лет через 5, когда мы будем туда возвращаться, мы можем вернуться к совершенно катастрофической ситуации, понимаете? Как это будет восприниматься, это зависит от нас, да, как мы, возможно, и будем объяснять. К сожалению, не только от нас. Не только от нас. Хорошо, с нами на связи эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, которая, возможно, внесет ясность, какими механизмами можно внести изменения в законодательство и как это может выглядеть. Юлия, доброе утро. Ваше мнение по этому поводу? Доброе утро. Я к сожалению, на последних этапах дискуссии присоединилась, но что могу сказать? Этот вопрос давно стоит в рамках дискуссий о конституционных изменениях. Я считаю, что мы сделали большую ошибку, что в 1996 году записали просто территориальную автономию для Крыма, что нам надо было идти путем признания прав коренного народа крымских татар, караимов, и говорить про национально-территориальную автономию. Но сегодня этот вопрос звучал по-другому, с трагическим окрасом. Что могу сказать? В рамках нашей у нас есть конституционная группа. В реанимационном пакете реформы нарабатывали и по правосудию, и по изменения, которые... Юлия, прошу тезисно, у нас очень мало времени до конца эфира осталось. Тезисно, будьте добры. И на сегодня мы приходим к выводу и инициируем внесение изменений в Конституцию. Это раздел «Автономная Республика Крым», административно-территориальные устройства, о том, чтобы записать национально-территориальную автономию.
Спасибо. Это была эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. В гостях у нас крымский историк и политолог Евгения Горюнова, а также председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Ну что ж, давайте, наверное, подытожим, подведем какой-то итог сегодняшнему разговору. Эскендер, пожалуйста. Однозначно нужно проводить достаточно широкую кампанию для разъяснения, для того, чтобы люди понимали, если мы будем отталкиваться от того, что как будут воспринимать люди и так далее, а как люди восприняли ту же оккупацию сегодня, а как большинство крымчан, а как люди восприняли аннексию и так далее. То есть речь идет о том, что как должно быть. Как должны быть согласно международного права, как должны быть защищены. Неважно, там несколько сот народ крымчаков или 300-тысячный народ крымские татары. Поэтому здесь как раз-таки наша задача в рамках международного права сделать все, чтобы коренные народы Крыма были защищены. И это нужно уже делать сегодня, потому что Крым является территорией Украины, и именно Украина имеет право на принятие соответствующих законодательных актов, на которые будут в том числе опираться международное право. Евгения, короткий вывод ваш. Полностью согласна в данном случае с Искандером, что нужно обязательно говорить как можно больше. Не могу сказать, что разъяснять, но дискутировать, выбирать какие-то более-менее общие консолидированные позиции и руководствоваться принципом врача. Не навреди. Вот в данном случае не навреди Крыму и Украине, безусловно. Спасибо. Это радио Крым Реалии. Мы открыты для всех мнений. Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным в 19:30 по местному времени. А с вами был Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня. Услышимся. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.